дорогие подписчики. Решил я тут сделать рубрику «Охуительные истории». Она будет выходить каждый вечер. Если вам понравится, тогда ставьте лайки. Итак, приступим. Помнится, в детстве мы все очень любили играть в пожарных. Тушить костры мощной струей из своего хрена — незабываемое удовольствие, особенно когда знаешь, что это дано только мужикам. Бабы в этом плане соснули по своей природе. Долгими днями я изнуряюще тренировал свой хуище, чтобы тушить огромные костры за один присест. Впоследствии, мощь моей струи смывала огромные костровища вместе с грунтом. Мне казалось, что если потренироваться еще больше, то я смогу в одиночку тушить лесные пожары. В тот день я не ссал с самого утра, с целью выплеснуть всю мощь своего хуища в благое дело. Однако, патрулирование местности ничего не дало, все было тихо и спокойно. А ссать-то охота, аж пиздец как. Ну все, думаю, пойду в дерево обоссу. И тут вижу следующее. Какие-то пиздюки подожгли большую канистру с бензином, а потушить не смогли. Стоят бледные, трясутся, взрослых понабежало. Все что-то орут, мол, тушите скорее, сейчас на гаражи перекинется. Вот тут-то я и понял, что настало мое время. Гордо пройдя мимо толпы, я вплотную подошел к очагу возгорания и вывалил наружу свой хуец. У зевак отвисла челюсть, а я со всей сил напряг хуйные мышцы и дал струю в центр пламени. Уже позже я узнал, что бензин водой тушить нельзя, но это было позже. А сейчас мощная стена огня, выросшая из ниоткуда, обожгла мой хуй, яйца, лицо, тело и даже Аллаха. Я заорал от боли и испуга, но остановиться не мог, поэтому стоял и орал как резаный, продолжая ссать на бензин. Секунд через 30 я уже полностью горел. Закончив ссать, я с криками побежал в сторону лужи и нырнул в нее рыбкой. Лужа оказалась слишком мелка, и я пизданулся рожей в асфальт и отрубился. Меня доставили в больницу с тяжелыми ожогами жопы и хуя, остальная часть тела не пострадала. Врачи сказали, что я долбоеб, а родители сказали, что это в порядке вещей. Они уже привыкли, что я ебанутый. Оставляйте ваши пожелания в комментариях. Удачи и до встречи.